Хиллари Клинтон теряет голоса избирателей. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные телекомпанией ABC и газетой Washington Post. Очередной виток скандала вокруг ее электронных писем и личного почтового сервера набирает обороты. Директор ФБР Джеймс Коми добился получения ордера на проверку личных писем Клинтон. Новая их порция была обнаружена на компьютере Энтони Виннера, бывшего мужа советницы Хиллари Клинтон, Хумы Абедин. В штабе демократов не скрывают своего волнения. Сама бывшая первая леди выступает с призывами или опубликовать эти письма, или положить конец спекуляциям. Это довольно странно, очень странно. Публиковать так мало информации о таком якобы громком деле прямо перед выборами. На самом деле это не просто странно. Речь идет о беспрецедентном случае, и это вызывает глубокую тревогу. Американский избиратель заслуживает того, чтобы получить все факты. Мы призвали директора ФБР разъяснить ситуацию, чем быстрее, тем лучше. Действительно, первый вопрос, который приходит в голову, почему скандал с письмами Клинтон получил продолжение именно сейчас, когда претенденты на Белый дом вышли на финишную прямую, и любые обвинения могут повлиять на дальнейшую историю не только США, но и всего мира. Действия главы ФБР Джеймса Коми поистине беспрецедентны. Выписать ордер буквально за неделю с небольшим до выборов мало кто в США мог предположить такое развитие событий. Ответ на вопрос, почему сейчас, по всей видимости, знает только сам Коми. Республиканцы, конечно, ликуют, Дональд Трамп и вовсе проводит аналогии с Уотергейтским скандалом, который закончился отставкой президента Никсона 42 года назад. А демократы называют это решение политически мотивированным, поскольку следователи ФБР еще несколько недель назад знали, что электронные письма, обнаруженные в ходе расследования по другому делу, могут быть связаны с делом о переписке Хиллари Клинтон. По сути, ФБР возобновляет расследование, которое проводилось в связи с использованием личного почтового сервера Клинтон, занимавший на тот момент пост госсекретаря США. Главный вопрос тот же. Нарушала ли она правила работы с секретными материалами? На фоне почтового скандала популярность бывшей первой леди среди американцев заметно снизилась. Согласно разным опросам, Хиллари Клинтон опережает своего конкурента-республиканца Дональда Трампа в лучшем случае на 2%. В худшем для Клинтон их шансы с республиканцем равны. Сам миллиардер не скрывает своих эмоций, ему эта ситуация более чем на руку. Я чувствую, что обнаружено очень много писем. Они только что нашли целую кучу писем. Мы никогда не думали, что скажем спасибо Энтони Виннеру. Тем временем лидер демократов в Сенате США Гарри Рид потребовал от директора ФБР Джеймса Коми публично заявить о связях миллиардера с Москвой. В официальном письме на своем сайте сенатор утверждает, что у ФБР есть все доказательства тесных отношений миллиардера с Кремлем. Однако именно сейчас, в преддверии президентских выборов, ФБР заявляет о возобновлении дела именно против Клинтон, что, по мнению демократа, не что иное, как двойные стандарты при обработке конфиденциальной информации. Что же на самом деле происходит в ФБР? Ведь ни о какой случайности говорить не приходится. Настроения в американском обществе, о которых можно судить по реакции на новый виток скандалов в соцсетях, чаще всего соответствуют партийным предпочтениям. Сторонники Дональда Трампа и республиканцев убеждены в том, что решение ФБР лишний раз доказывает правомерность заявлений их кандидата в адрес лживой, как он регулярно утверждает, Хиллари Клинтон. Ее сторонники, напротив, призывают не делать преждевременных выводов, поскольку речь идет о возобновлении расследования, а не о том, что доказаны противоправные действия со стороны экс-госсекретаря и первой леди США. Ответит ли глава ФБР Джеймс Коми на призывы демократов, неизвестно. В любом случае, письма Клинтон еще не опубликованы, а политический эффект уже налицо. Чем ближе к выборам, до которых осталось всего лишь 8 дней, тем сложнее делать какие-то прогнозы. Сергей Хиршфельд. Настоящее время.